такой красивый человек во всех отношениях, не только внешне, но и внутренне. Это замечательный педагог, это добрый наставник, я считаю. И сегодня я благодарю вас, всех, кто пришел с нами поделиться все, что у вас на сердце, все, что у вас в памяти. Говорю вам от администрации большое спасибо. Вот такие встречи, наверное, нам необходимы, чтобы вспомнить добрым словом о тех людях, которых с нами нет, но которые внесли большой вклад в общественной жизни нашего села. Мы помним и чтим, и уважаем, конечно. Добро пожаловать в наш вечер. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, ребята. Мы, нынешнее поколение, в ответе за будущее живущих в нашей стране людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом разобраться, все понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества. Сегодня наша встреча посвящена одному из таких достойных сыновей России, нашему земляку, Лукманову Хайруддину Аджидаировичу. 21 сентября 2022 года Хайруддину Аджидаировичу исполнилось бы 100 лет. Ты жил, герой, ты рядом с нами шел, а мы тебя почти не замечали. Ты жил, герой, твой подвиг был высок, его ты нам оставил в завещание. В нашей школе чтят и помнят подвиг наших дедов, завоевавших победу ценой своей жизни. Мы помним и никогда не забудем рассказы живых свидетелей этих страшных лет. Нет, пожалуй, в Ногайском районе человека, который не знал бы его, ветерана войны и труда, комсомольца 30-х годов. Вспоминая свою юность, Хайруддин Аджидаирович говорил: «Мое поколение росло, взрослело, ему жало в трудное время. В воздухе пахло войной. Делом чести и совести каждого комсомольца была подготовка к службе в армии. После военные годы не было ни одного юноши и девушки, не носившего с гордостью хотя бы один из оборонно-спортивных значков ГТО на своей груди». Лукманов Хайруддин Аджидаирович в подробностях помнил день, когда жители села узнали о том, что началась война. Солнечный июньский день, на стадионе в полном разгаре товарищеский футбольный матч. Лукманов Хайруддин – капитан одной из команд. Только что начался второй тайм. Но что такое? Почему так бесцеремонно урывается на стадион всадник? Почему так вмиг почернело небо? Почему среди солнечного дня упали первые капли дождя? Война. На следующий день молодой учитель Лукманов Хайруддин уже был в военкомате. Краткосрочные курсы радистов и боец Лукманов Хайруддин в составе 660-го артиллерийского полка 620-й стрелковой дивизии отправляется на передовую. Не знал он тогда, как и весь советский народ, каким долгим и неимоверно тяжелым будет путь к победе. Многое вместила в себя за 4 года военная судьба радиста. Западный, Калининский, Третий Белорусский фронты. Участие в освобождении Псковской и Смоленской областей, территории Беларуси. Его военные дороги пролегли через Восточную Пруссию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Германию. За это время было много больших и малых боев. Были ранения и, конечно же, появились боевые награды. 14 июля 1944 года передовые части 220-й стрелковой дивизии подошли к реке Неман и сразу стали форсировать ее севернее города Гродно. По наведенному понтонному мосту на другой берег успели перебраться части пехоты и артиллеристы с пушками. Вдруг налетели немецкие бомбардировщики. Началась бомбежка. Мост был уничтожен. Переправа в сорвалась. Так горстка пехотинцев и артиллеристов оказалась отрезанной от своих. Утром противник бросил против наших бойцов свою пехоту, постоянно обстреливая из орудий и минометов. Бомбил их с воздуха. Бойцам казалось, вспоминал ветеран, что земля сошлась с небом. Все превратилось в кромешный ад из огня и металла. Буквально каждая пять земли плацдарма была полита свинцом. Даже не верилось, что мы оказались живы и выстояли. Ценой героических усилий наши бойцы выполнили поставленную перед ними задачу. Удержали занятый плацдарм до переправы остальных сил.
Находясь вместе с пехотинцами на плацдарме под непрерывным обстрелом, радист Лукманов Хайрудин вызвал огонь на позиции противника. В этой операции он был контужен и легко ранен. Многие бойцы были награждены орденами и медалями. За проявленное мужество Лукманов Хайрудин был представлен к ордену Красной Звезды. После перехода государственной границы СССР Лукманов Хайрудин принимает дальнейшее участие в освобождении Европы от фашистов. На православной гимнастерке воина-дагестанцы появились медали и ордена Отечественной войны первой степени. Одна за другой были получены 10 благодарностей от Верховного Главнокомандующего. День Победы фронтовик встретил Чехословакии. Члены краеведческого кружка исполнят песню «Журавли». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие с полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры времен тех дальних летят и подают нам голоса. Без пойму, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мир. Из-под небес по птичьи обнимая, сердце зову оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие с полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Всем сердцем отдавшись любимому делу, Хайрудин Атидаирович учится и сам. Вначале он окончил областную партийную школу, затем с красным дипломом заочное отделение исторического факультета Саратовского государственного университета. С 1945 по 1949 года он возглавил райком ВЛКСМ в Грозненской области. За успехи в коммунистическом воспитании молодежи, умелую мобилизацию юношей и девушек на восстановление разрушенного войной народного хозяйства, в 1948 году Хайрудин Лукманов был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Более полувека Лукманов являлся членом оборонного общества, причем последние 25 лет он постоянно избирался членом Ногайского ДОСААФ.
Несмотря на свой солидный возраст, он принимал активное участие в работе районной организации ДОСАР. Хайрудин Аджидаирович можно было видеть на военизированных играх школьников «Зорница, Орленок». В составе жюри ежегодно проводимого в районном Доме культуры конкурса военно-патриотической песни, читающие лекции о военной Великой Отечественной войне перед молодежью. В районе, пожалуй, нет ни единой школы, где бы не побывал Лукманов, кавалер орденов Отечественной войны первой степени и Красной звезды, 9 медалей. И учащиеся с увлечением слушали рассказ ветерана о великом подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны. С любой аудиторией у него сразу устанавливался тесный контакт. Это и понятно. Хайрудин Аджидаирович – учитель с 46-летним педагогическим стажем. Сам в прошлом неплохой спортсмен Хайрудин Лукманов не расставался с физкультурой и спортом. Являясь председателем Федерации футбола района, членом президиума райсовета ДСО «Урожай», он много сил и энергии отдавал тому, чтобы подрастающее поколение росло физически крепким и здоровым. Коммуниста Лукманова, как и многих других, заботил вопрос о воспитании достойной семьи, передаче эстафеты в надежные руки. Именно поэтому он, по велению сердца, все свои силы отдавал делу военно-патриотического воспитания молодежи на славных революционных, боевых и трудовых традициях партии народа. Хайрудин Лукманов воспитал 7 детей. Один из сыновей работает хирургом. Остальные, закончив Дагестанский госуниверситет, пошли по стопам отца, образовав династию педагогов. Хайрудин Лукманов – любимый дедушка, у него 12 внуков, это большая дружная семья. Неумолим бег времени, стремительно летят года, все меньше ветеранов остается в строю. 8 декабря 1989 года коварная смерть вырвала из наших рядов Хайрудина Лукманова. Ушел из жизни ветеран войны, партии и труда. Но его святой образ навсегда останется в сердцах нашего народа. Стихотворение султана Суюнова Эль-Алдына Шахсада, посвященного Хайрудину Аджидаировичу, прочитает Ахмаджанов Мамат. Эль-Алдына Шахсана, замансыз яшаудан кеткен Хайрудинге. Эль-Алдына Шахсана, көрейім мен көзіңді. Тіс ярып сөз айтсана, естейім сөзіңді. Қаршығаға шықсана, қарқыраңды көрейім. Қаршығадай ұшсана, кетпес ұшып өрейім. Тынысыңды тез алып, аштағы сен көзіңді. Күлімсіріп, ярқырап, айттағы сен сөзіңді. Қара ердің қиялы, хәтер білмес сыялы. Қазғыр тиіп төсіне, терен оба болғаны. Ах, қара ер, қалың қазына япқан ер. Яман, яқшы деп айтпай, игілерді ютқан ер. Қара ер, енді біліп қой, төсіңе тіріп түрін салмаспан. Шарқыңа біткен бидайды, піссе де енді ұрып алмаспан. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости, те, кто лично знал нашего героя и его семью. Дети, ученики, вам слово, дорогие гости. Огромное спасибо всем детям, которые принимают сегодня участие. Ну, вы, по-моему, очень то, что происходило на войне, ребята постарались, раскрыли, рассказали. Я вам маленький эпизод тоже расскажу, что случилось с моим отцом. Говорят, не бывает чуда, дива там, а вот на войне, оказывается, тоже так происходило. В 1944 году, вот это со слов моего отца, он вообще со своими земляками не встречался, не видел вообще нагайцев. И вот, как вы сейчас слышали, он был радистом, у него была машина специальная для этого дела сделана. Водителем был Бакаев. Вот, он его по фамилии называл Бакаев, а Бакаев его назвал Харитоша. Вот после одного из таких ожесточенных боев вызывают их в штаб, чтобы узнать оставшихся живых
написать фамилии. Они приехали в штаб, вызывают сперва Бакаева. А я, говорит, сижу, говорит, слышу, говорит, фамилия Бакаев, имя Хайрудин. Откуда? Ставропольский край, Иргакли. Вот. Я, говорит, не знал, говорит, что делать. Говорит. Я говорю, ну как это? Я же рядом тоже оттуда, говорит. Он с Кокбаса, а это с Иргакли. Но я, говорит, не придал значения, чтобы там рядом много сидело. Потом меня выслали, говорит. А Бакаев на мое место сел, говорит. И когда начали меня спрашивать, откуда все, со Ставропольского края, Кокбас, он заскочил, говорит, ни на что не посмотрел, начал меня, говорит, поднимать, говорит, целовать, говорит. Почему, говорит, ты не говорил, говорит. Оказывается, он работал у моего дедушки водителем в мирное время. Я же своего отца, говорит, близкий друг. Вот такое тоже случалось, оказывается, во время войны. Вот его рассказ мне это запомнился. Вообще, отец был, конечно, очень доброжелательный к нам лично. Я никогда не слышал от него грубого слова. Или чтобы он поднял вот, на повышенном тоне что-то. Был открытым человеком. Сейчас сидит его ученик, Рашиштан Джумалевич. Он работал в одно время заведующим интерната здесь. И вот я тогда еще думал, папа настоящий Макаренко. Вы, наверное, все слышали Макаренко. Почему? Потому что многие с интерната, которые не могли уехать, приходили к нам и ночевали. И почему-то некоторые из них даже маму называли мамой и папой. Вот такой был человек. Вот. Так что вам еще раз говорю большое спасибо из наших. Еще. Вот, вы сказали, что здесь ребята, мы династия учителей, я где-то посчитал, у нас 140 лет педагогического стажа. Поговорят с нашим отцом. 140. Это очень большая дата. Вот представьте себе. Это, наверное, может быть в районе у нас там самый большой стаж учительский. Вот. Мы гордимся, что мы действительно учителя. Мои коллеги сидят, они знают, мы вместе работали здесь. 18 лет я тоже отдал Терпинительской школе. Остальное расскажут, наверное, мои сестры, наверное. Я вот впервые нахожусь в этой школе. Я никогда не была в этой школе, потому что я тоже учитель по профессии, я работала вот в той школе. Ну что, вот то, что я хотела вам сказать, я благодарна вот этим ребятам, которые подробно обо всем изложили в своих выступлениях. Абрек Завур выступил. Ну, я тоже вот расскажу вот чуть-чуть про своего папу. Вы знаете, вот у него была какая-то вот отличительная черта. Чтобы про меня не подумали, ой, вот каждый говорит о своих родителях, что-то он самый лучший, он самый хороший. Я не из-за этого, нет. Он действительно был, вы знаете, вот круглым отличником с 1 класса. У него был такой почерк, это не свойственно как-то мужчинам, но он писал просто, я не знаю, без единой ошибки, никаких ни пунктуационных, ни орфографических, никаких ошибок у него не было абсолютно. После войны папа поступал в высшую партийную школу в городе Махачкале. И вот он рассказывает. Назначили им, сказали, вот в такой-то день, в такое-то время начинаются вступительные экзамены. Вступительные экзамены, первый экзамен будет по русскому языку, они будут писать диктант. Огромная толпа, очень много людей, ну, видимо, все уже познакомились, перезнакомились, каждый же дрожит перед экзаменами. И пустили их в аудиторию, очень много, все быстренько сели. Папа говорит, я как-то, говорит, пошел, говорит, сел один. Зашла, говорит, преподавательница, такая, говорит, седая, пожилая женщина, поздоровалась, ну, открыла вот этот сборник диктантов, видимо, прочитала диктант, продиктовала. Все проверили еще раз свои работы, собрала она.
Потом, видимо, она их предупредила, что вот через 2 дня там, или через 3 дня, в 10 часов, там, в 12 часов, чтобы они пришли за результатами. К назначенному часу вся вот эта аудитория еще раз собралась. И папа говорит, она, говорит, встала, взяла, говорит, вот несколько тетрадей, говорит, и сказала, вы знаете, говорит, товарищи, мне стыдно за вас. Здесь простых людей нет. Никто из вас не работал, ни грузчиком, ни простым рабочим. Вы здесь собравшиеся, многие из вас, секретари райкомов партии, секретари партийных организаций. Среди вас даже, наверное, есть и обкомовские работники. Но мне стыдно за вас. Вы диктант почти все завалили. И вот она читает, там, Алиев, Сидоров, Иванов и так далее, 2, 3, там, кое-где промелькнула цифра 4. Папа говорит, она почему-то, говорит, ну, всех вот пофамильно назвала, и папа говорит, почему-то, говорит, она сидит, ой, не сидит, она говорит, не называет еще, говорит, мою фамилию. Я тоже, говорит, сижу, говорит, волнуюсь, говорит, ерзаю, но, наконец-то, говорит, она, когда все работы, она сказала про все работы, она говорит, я хотела бы, говорит, узнать, а кто здесь, говорит, Лукманов Хайрудин? И папа говорит, я, говорит, встал, говорит, и сказал, говорит, я. Она, говорит, подошла, говорит, ко мне и сказала, позвольте, говорит, пожать вашу руку. Вы единственный человек, который написал этот диктант на 5. Вот вы представляете, вот он единственный был человек. И вместе с ним, это они потом подружились, вот его друзья, Петр Иванович Тананахин, вот Хаджат Казгириевна это знает. В последнее время он работал проректором по науке в университете. Папа частенько бывал в командировке в Махачкале. И каждый раз, когда он бывал в командировке, они всегда встречались с Петром Ивановичем. Это были очень и очень близкие друзья. И папа раз говорил нам, вот когда, говорит, я захожу, говорит, в кабинет, Петр Иванович, говорит, всегда, говорит, вставал со своего места, не садился, говорит, он при мне, вот на это свое проректорское место. А папа, говорит, как-то ему сказал, а что ты, говорит, встаешь, говорит, не садишься? И он, вот, как Абрик сказал, вот Харитоша, как его называли, и вот Петр Иванович говорит, Харитоша, говорит, мне стыдно, говорит, в твоем присутствии, при тебе, садиться вот, говорит, за этот стол, на этот стул, потому что, он говорит, это твое место, это твоя голова, говорит, ты понимаешь, мне стыдно, говорит, при тебе вот садиться, говорит, сюда. Я не могу. И он никогда действительно при папе вот не садился за этот стол. И второй такой же случай, когда папа поступал в Саратов, в университет, с ним поступал Нагаец тоже, наш очень хороший, папин очень хороший друг и, соответственно, наш дядя. И вот первый экзамен тоже, русский язык, сочинение. И вот, говорит, идем, договариваемся. Дядя Осман волнуется, говорит, мен, наверное, жазып болмасам ярайды. А папа ему говорит, язарсың. Мен жазғанды сен де язарсың. Мен отырмын, сен қарарсың ару етіп. Ну, бір-екі сөзсің өзіңнен қосарсың. И, наверное, все. Где гарантия, что и твоя работа, и моя работа там попадется одному и тому же преподавателю? Не будет такое. И вдвоем они сели, написали все как надо, сдали работу. И опять им сказали через какое-то время прийти за результатами. И папа говорит, пришли, у всех оценки. И когда им брзатик там написано, зайти в деканат. Вот и все. Вот интересно. Дюрк барайк. И пошли они. Зашли они в деканат и представились, почему они сюда пришли. Вот, почему-то, говорит, написано зайти в деканат. Вот, говорит, мы и пришли. Давайте, говорит, будем разбираться. Только честно. Вот, 2 работы. Совершенно одинаковые. Все слова, все знаки препинания абсолютно одинаковые. Вот теперь, говорит, наберитесь мужества и скажите, кто у кого переписал работу. И этот молчит, и тот молчит. Папе неудобно говорить. Себя как-то выставлять. Тот не хочет, тоже дядя Слава. И они говорят. Ну, говорит, вы, говорит, подумайте, говорит, мы буквально, говорит, 2 минуты, говорит, вам даем на размышление. Ну, что, сидим. Давай
Мен айтайын, говорит, папа, говорит, мен сенен қарып бәріңді яздым. Ол, ұяламын. Мен ұяламын, и вот они сидели, спорили. И опять вот заходит эта комиссия, говорит, ну что, говорит, разобрались, кто у кого переписал. И тогда вот дядя Сман говорит, я, говорит, его переписал. Вот это. Но их предупредили. Даже, вот вы признаетесь, говорит, а мы, говорит, вам даем, говорит, возможность написать заново работу. И вот, слава Богу, что все обошлось хорошо, и оба уже стали студентами. И последнее я хочу сказать, я уже не помню, в каком-то году по приезду домой я встретилась, ну как-то случайно, с Мадиной Янкубатовной. Вы же знаете Мадину Янкубатовну, математик. И она говорит, и вот как-то получилось, что они в одно время работали вот, в школе. Папа работал директором, а она работала заучем. Вот я не помню, или по учебной части она была, по учебной части она была. И вот мы с ней вот о детях, о семье, все, вот стоим, разговариваем. И вдруг она говорит, Тамара, я знаешь, говорит, хочу тебе сказать. Я говорю, что, Мадина Янкубатовна, вот я прожила уже, говорит, какое-то, говорит, время, никогда в моей жизни, никогда, я не была, говорит, так счастлива. Вот как счастлива, говорит, я в работе с Харитоном Даировичем. Это были, говорит, самые счастливые мгновения, самые счастливые моменты, самые счастливые годы, когда, говорит, мы с ним вместе работали. Это было, говорит, просто, говорит, счастье. Я столько, говорит, получила от него. Ну вот такие эти. И в конце я просто хочу сказать, что вот мы все пришли к вам, так сказать, в гости на это мероприятие. Я еще раз говорю, огромное вам спасибо. Вы пришли не с пустыми руками, вот хотели подарить школе вот эту вот книгу «Сёстазнаса. Сокровищница слов». И я хочу сказать, что вот эта рукопись этой книги, она пролежала в институте научно-исследовательском очень и очень много лет. Я не знаю, 50 лет, может быть и больше. Потому что не было средств, чтобы выпустить эту книгу. А это бесценная книга Джанибекова, Абдулхамида Шаршембиевича. И вот в позапрошлом году, я уже не знаю, в прошлом году, позапрошлом, да, мой сын, старший сын, Джанибеков Марат, стал спонсором финансово, финансировал, и вот наконец-то книга увидела свет. Вот это еще раз я благодарю вас, огромное спасибо. Еще хотела сказать Рашиду огромное спасибо за такую интересную статью про нашего Саулу Демруна Сапос. Я у него учился. Он нам преподавал общество ведения. И несколько лет был заведующим интерната. Я сам из Кумбатара, интернатовский ребят. И вот, ну, как сказать, вот что за человек был Хайрудин Аджидаирович. Человек широкой души. Для каждого он у нас был как отец. Мы вокруг него крутились, вот так, разинув рот, смотрели на его рот. Что он скажет, какие он мысли нам подскажет. Тогда он был уже славился как лектор-международник. Тогда мы 9-10 класс, в принципе, что мы знали, что творится в мире, да? Все, что надо было, мы узнали от него. Вот привычка была, я вот сейчас вспоминаю, да? Вот когда с ним разговариваешь, спокойно разговариваешь на улице, он никогда первым не отходил от тебя. До тех пор, пока ты сам не отойдешь от тебя. Вот представляете, вот такая человеческая. А вот не всякое, есть вот такое качество. Многие скажут, да брось ты это, оставь там, повернуться, а он не такой был. Или у него вот это учительское звание заставляли его, или что-то другое, вот это отцовское качество. Вот так было.
Учился я у него. Вот я помню ее, когда он прямо мне сказал. Не скажу, что я у него был, что он мне такое особое внимание уделял. Но, наверное, не солгу. Он чуть-чуть больше меня уделял, чем другим интернатовским. Он мне как-то говорил, Рашид, ты хороший, говорит, спортсмен, но ты еще хороший хулиган. Это я помню, как хороший спортсмен ты, да ты хороший хулиган. Вот это. Ну что скажете? Таких преподавателей, конечно, у нас было, но их мало было, но этот человек такой уникальный был такой, человечный человек. Таких людей надо помнить, конечно. Помнить. Вот сегодня ему 100 лет. Вот представьте себе, вот что бы случилось сегодня, если бы он вот сегодня был бы жив. Что он мог бы нам сказать, что он нам мог бы подсказать, кого он мог бы направить на правильный путь. Конечно, я рад, что у меня был такой учитель. Вот. Благодаря таких, наверное, мы тоже стали неплохими, наверное, людьми. Отлично я в школе не учился, но я скажу, я твердым был хорошистом хотя бы. Поступил в институт, особенно хорошисты все поступают в институт. Кончил, специальность получил, вот так, да? Ну, в этом есть, конечно, некоторая большая заслуга и Хайрудин Аджидайрович. Спасибо вам, дети. Спасибо, чтобы вы лишний раз напомнили нам о таких людях. Еще надо искать таких людей, среди нравится много. Их надо искать, найти. Спасибо большое. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Мы всегда будем помнить подвиг нашего земляка Лукманова Хайрудина Аджидайровича. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Не забывайте, ребята, историю своего государства. Любите малую родину. Гордитесь героями-земляками. Помните об их подвигах.